На стадионе Фетисов-Арена продолжается открытие 7-х спортивных игр «Дети Азии». Участники и гости уже увидели театрализованное представление и одно из главных событий вечера – парад стран-участников. С места события на прямой связи со студией находится наш корреспондент Петр Васильев. Петр, приветствую. Передаю тебе слово. Лера, приветствую. Действительно, буквально в эти минуты завершается самое яркое событие спортивных игр «Дети Азии» – открытие. Здесь, на стадионе Фетисов-Арена, сегодня собралось порядка 7000 человек. Это участники спортивных соревнований, их родители, болельщики, тренера, судьи, официальный состав, ну и, конечно же, делегации с разных стран. Ну, отмечу, что само открытие началось более чем классически с демонстрации российского флага, ну и российского гимна. Затем продолжился феерический показ от участников из спортивных стран-участниц. Отмечу, что одним из самых запоминающихся был выход нашей якутской делегации, которая, на минуточку, самая многочисленная сюда. В Владивосток прибыло 120 спортсменов из нашей республики. Ну, помимо тех, кто делает первые шаги в большом спорте, начинающих спортсменов, здесь, конечно же, буквально на каждом шагу присутствуют олимпийские чемпионы, мастодонты, звезды большого спорта. С одним из них нам удалось пообщаться, и вот что он нам рассказал, предлагаю послушать. Что касается нужности, я думаю, здесь наивно было бы сейчас объяснять о первостепенности решения задач по увлечению ребенка тем или иным видом спорта. Не случайно и в указах главы государства, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина это очень четко и категорично прозвучало. Акцент сделать, максимальный акцент на развитие детского, школьного, студенческого спорта. Вот это те позиции, которые, в общем-то, в перспективе должны привести не только к повышению уровня мастерства спортсменов, но и количеству занимающихся, что, я думаю, еще более важно. Здоровое поколение, я думаю, намного важнее, чем даже перспектива, значит, участия в тех или иных международных соревнованиях. Ну, Лера, конечно, не обошлось и без официальных поздравлений участников соревнований. Поздравил вице-премьер России Андрей Чернышенко. Помимо этого, конечно же, представители Российского олимпийского комитета, ну и директор игр «Дети Азии» Владимир Максимов. Что касается непосредственно творческой части, здесь было яркое театрализованное представление, в которое принимало участие и делегации из нашей республики. Их часть представления касалась столетия нашей республики. Затем произошло торжественное зажжение огня игр «Дети Азии». Ну и вот в данный момент происходит концерт с участием звезд российской эстрады. Ну, таким образом можно сказать, что новая глава в истории игр «Дети Азии» официально открыта. А мы, наша съемочная группа нашего телеканала, продолжит следить за всеми спортивными событиями вплоть до их завершения 8 августа. Лера, у меня на этом вся информация. Передаю тебе слово. Петр, спасибо большое за такое исчерпывающее подключение. Благодарю тебя. Но я напомню, что да, действительно, мы будем держать всех наших телезрителей и в курсе, расскажем, что происходит на играх «Дети Азии». Но я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Петр Васильев.